Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась за вениками. И вот Айду тоже с собой взяла. Веселее будет. Хоть порезвиться, побегает немножко, а то она уже... Мы долго ее не отпускали. Вот. Все, лежать. Лежать. Куили. Сегодня у нас, значит, тепло. С утра было 24 градуса, сейчас 25 показывает. Днем, наверное, еще жарче будет. Вот. Оводов очень много. Вокруг машины, да и в лесу так много летает. Недавно сходила в лес тоже за вениками. И очень-очень много. В лесу, наверное, нас замучают эти оводы, да? Айда. Шу. Ну все, иди. Сидеть. Сидеть. Сиди. Все, мы поехали. Собачка разлеглась. Сегодня что-то рано не смогла пойти. Сейчас уже, конечно, день, солнце уже высоко. Еще жарко будет, наверное. Сегодня я пришла на новое место. Здесь вроде как я смотрю много таких маленьких березок. Вот там вдали полностью видны березки. Как каждый год почти я на одно и то же место хожу. И вроде бы как там уже не очень такие молоденьких таких деревьев березок нету. Вот сегодня я пришла на новое место. Собачка вон рядышком тоже там. Где же она? А вон. Со мной вместе. Оводов куча. Конечно, побрызгалась тоже. Вот. Ну, начнем собирать, рвать веники. Вон. Год назад это было, когда мы съездили на то место, на старое место собирать. Была Катя, Сережа тоже был вместе втроем, когда ездили на 7 июля, у нас была черника уже поспела. Мы собрали даже и чернику. Вот, тоже была такая теплая же погода была. Вот, и веников много собрали, и заодно и чернику собрали. Черника уже такая синяя была, и дома уже с клубникой, вот чернику уже с молочком покушали. А в этом году клубники пока еще нету. Она формируется еще только ягодки. А вот чернику, когда будем ехать на обратном пути, мы зайдем туда и посмотрим, есть нет. Позавчера, когда была, что-то я не заметила. Может, даже и нету черники. Но, значит, когда будем ехать, остановимся и посмотрим. А я работать. Айда, шуб демина. Шуб демина. Мы тербуш не твои. Клара, айда. Тербуш не твои, айда. Тербуш не демина. Да.
Mismo que bien. Mismo que bien. Сюда брунжик. Здесь, значит, листья красивые. Позавчера вот где была, там не очень-то были веники. Ну, для одного раза нормально, можно париться. А сейчас на этом месте деревья очень красивые и не высохшие, листья не высохшие. Так что будут хорошие веники. Вот, значит, сколько уже наломала веток. Так, еще немножко нарву и потом, наверное, домой пойду. Все время на одном месте и топчусь. Здесь очень много мелких деревцев, березок. Ой! Ой, видишь, кусают. Побрызгала, конечно, себя, но все равно кусаются. Айда. Рядышком вон бегает. Возле меня. Да? Айда. Ага. Не знаю, где она была, в каком месте, но воняет от нее. Вонь такая идет. Не знаю, где что. Копалась она. Очень сильно воняет. Не знаю, как в машине. О, такой отравой. Не знаю, где она бегала, где рысь, что там копала, что нашла такого с запахом, вонью. Ну, ладно, я дальше захожу. Собирать. Не собирать, а рвать веники. Выхожу. Уже сюда, наверное, на сегодня все. Сожрали меня эти оводы сегодня. Сейчас буду все это завязывать и выходить. Ну вот, все, дня готово. Все, выходим к машине. Вон, посмотрите, сколько оводов. Это возле машины. Все, захожу в машину и едем. Поехали.
Кыш, 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 нашла гриб. Видите, нашла гриб. И посмотрим. Ножик хотела ведь взять. Не взяла. О, гнилой. Гнилой оказался вон уже. А какая шляпка. А вчера я здесь, позавчера была, но что-то не заметила этот гриб. Красноголовик. Интересно стало. Найду, нет еще. Потом, когда гриб находишь, потом хочется еще и еще, чтобы находила, чтобы видела хоть еще пару грибочков. Но сухо ведь у нас. Дождей-то нету. В городе вот такие ливни были, аж с градом. У нас вот мелкий моросящий дождик был, и все. Прям под ногами шуршит. Все сухо у нас. Каждый день надо выходить, грядки поливать. Ну, один грибочек и нашла. Больше здесь грибы не вышли еще. Ну, зайдем, да, посмотрим. Вот ягоды сейчас. Есть, нет ягоды. Ну, я уже говорила, что год назад, когда мы втроем сюда приезжали, вот, собирали уже чернику. А сейчас посмотрим, есть, нет. Но холода были, конечно, заморозки, да. Может, еще и... Почему? Есть. Ягодки-то есть. Вон видны. Но они еще не спелые. Там на голубика была видна. А черника вроде бы тоже есть. Вон. Но она еще... Ягодки-то есть, но вон какая еще мелкая. Не спелая еще. Так что до конца июля уже можно, может, в конце июля можно уже будет собирать, наверное. Дозреет. Ягодки дозреют. Так-то вроде вон зеленые еще. Ну, конечно, в мае тепло было, а июнь месяц у нас, вон какие заморозки были. Картошка у нас тоже подморозила, и листья картошки почернели. Ну, это где земля влажная была. Вот это значит возле собаки, напротив вот собаки, вот эта полоска там, она почернела у нас тоже, подморозила. У многих тоже. Вот. Июнь-то холодный был. Вот из-за этого потом и черника тоже еще не поспела. Ягодки есть. Наверное, приду сюда. Вместо прогулки прогуляю здесь и насоберу. Что будет, то и будет. Все, выхожу отсюда и поеду домой веники делать. Немножко веников нарвала. Вот, наша прогулка закончилась. Мы уже приехали. Собачка лежит возле меня. До будки отведу.
чтобы не убежала. А Таумку пришлось тоже, когда она сходила с Сережей на прогулку, обмануть, сначала в дом занести, позвать, вот, и на цепь, и потом уже вольер. Вольер, или как правильно сказать. Она потом тоже очень умная, хитрая. Хочется, наверное, дальше еще прогуляться. Через час, наверное, буду уже делать веники. Погода просто замечательная. Во дворе лето. Ну что, Айда, все, мы пришли. Сделаем цветочками. День Ивана Купалы. По традиции, конечно, после уже вечером, когда уже все попарятся вениками, идут к речке. Выкидывают на речку и смотрят, поплывет или утонет. Ну и по обычаям тоже девушки делали венки из цветочков и тоже кидали на реку, чтобы посмотреть, выйдут они замуж в этом году или нет. У кого, конечно, уплывала далеко, значит, она выходит замуж. А у кого утонула, значит, будет ждать еще до следующего года. Также прыгали через костер, делали костры возле речки, прыгали через костер. Могу сказать, что вот в этот день, 6 на 7 на ночь, ночью, значит, вода, цветы, огонь, роса, все становилось каким-то магическими свойствами, приобретало какое-то магическое свойство. Вот, и прыгая через огонь, девушки, мужчины думали, что будут сильнее, женщины красивее, а когда вот пары прыгали, девушка с парнем, держась за руки, то если они, когда прыгают, и рука обожжется об огонь, значит, не суждено быть хорошей семьей. А если прыгают и все отлично, значит, не сожгут руки, то у них семейная пара будет очень счастливой. Вот. Очень много таких поверий есть. Но у нас вроде бы, я помню только, что вот ходим на реку, чтобы бросать вот веники. Да. Ну и так что 6 на 7 умойтесь, девушки, росой, чтобы были вы всегда красивыми, чтобы молодость сохранилась подольше у нас, выглядели отлично. Вот. И, конечно же, ходите босиком по росе. Для детей тоже буду делать. Конечно, завтра они на выходные приезжают, вот, и попарятся вениками на выходных. А я люблю париться с веником, что в бане всегда с веником. Ну вот, такие маленькие веники. Кладем цветочек. О. И завязываем. Ну вот, один веник получился. У меня веники готовые.
получилось 7 пар. И одна такая маленькая. Ну, может, еще схожу за вениками и добавлю еще сюда. А так у меня 7 пар получилось. Я это видео заканчиваю. В день Ивана Купала всех хочу поздравить с этим праздником и пожелать щедрости судьбы, пожелать чистой водички, яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела. Всем удачи и благополучия на жизненном пути. Всем пока, до новых встреч на нашем канале. Пока-пока.